после операции уже. Это сучка, да? Сучка, ага. С бандажами сучки. Ну вот мы доказываем то, что там вот операция произведена, да? В социальных сетях распространяется информация, что, дескать, вот в пункте передержки не занимается стерилизацией и просто-напросто деньги осваивают. Стерилизация идет ежедневно. Ну, вот, то, что сейчас вот мы увидели, это вот стерилизованная собака, да? Стерилизованные, кастрированные, конечно. Угу. Они 10 дней, их отловили, 10 дней у них карантин. Потом их стерилизуют, кастрируют. Если собака вдруг беременна, ее абортируют. Угу. А то, что получается, что по городу, то, что они бегают с бирками, беременные собаки, это не может. Ну, честно говоря, я не видела эту собаку. Я не могу там быть голословным в этом случае. У нас были бегунки, они с бирками, да. У нас сбежало несколько собак, по-моему, 3 или 4 штуки. Угу. И там были 2 кобеля и 2 сучки. Ну, то есть, если люди видят по городу собак с бирками, это о чем говорит? О том, что говорит, что просто, извините, такой закон сегодня, да? Что собака после передержки, она пускается. Конечно. Уже говорит... Это программа, которая должна работать. Угу. И здесь дело в том, что не я создала, ни кто-то, ни волонтеры. Создано депутатами, закон все-таки. И все вопросы, наверное, туда больше надо слать, почему собаки выходят на улицу. Заявок ЕДДС очень много, покусов очень много. Страдает население, страдают дети. Ежедневно поступает в ЕДДС куча заявок. И нам их приходится отрабатывать, и, естественно, этих собак отлавливать максимально. В первую очередь агрессивных. Отсюда вышла нормальной. Неделю побегает, будет холодно, кушать будет нечего. Если не найдет, где ее кто-то будет прикармливать, то, конечно, потом же злость, все равно агрессия появится. Какие для себя выводы вы сделали вот за первые месяцы работы? Ну, собак меньше не становится, их только больше, больше и больше. Много жалоб уже от того, что биркованных собак много гуляет. В частности, пишут даже письма о том, что первый раз мы видим такое большое количество собак на улицах города, еще и с бирками. Конечно, они будут, их же сейчас не убивают, не эвтанизируют. То есть они пришли, 30 дней посидели и пошли обратно в свою среду. И их много, действительно, они растут. Какое решение вы видите вообще в сложившейся? Ну, вообще, надо поработать очень хорошо с населением для начала. И прийти к тому, что если берется животное даже с пункта передержки, даже, может быть, от заводчиков, откуда-то еще, здесь надо прорабатывать конкретно, как за границей. Там собаку дают с приюта, как будто ребенка усыновляешь. Ну, действительно, надо пройти все манипуляции для того, чтобы признать, что ты готов стать хозяином этой собаки и не выкинуть ее через месяц на улицу. И вы почувствовали, что есть плюс, правильное решение было в мэрии передать это за защитникам? Ну, вообще решение было правильное. Почему? Потому что, ну, не зря об этом говорилось в начале года, да? Угу. Шли войны за то, что действительно отдайте волонтерам. И волонтеры займутся, возглавят, займутся. Вот этот период работы, уже несколько раз у нас были проверки. И прокуратура приходила, тоже были проверки, департамент ветеринарии. Как бы в этом случае, да, есть какие-то замечания, что-то есть, но я считаю, что ошибок нет у того, кто не работает. А кто работает, ошибки все равно должны быть. Но максимально мы их стараемся быстро исправить. Мы, ну, конечно, сейчас, может, и не идеал, но к этому время надо приложить. Время, усилия, деньги, финансы. И потихоньку-потихоньку можно идти к тому, что все улучшится. Это еще благотворительность с Москвы. Остатки. Ну и дели уже подъели. Это у нас готовка, да? Это с мясом было. Это с мясом, да. Просто отдельно. А это у нас... На мясном После бульоне. пойдут щенкам мяско. Щенкам, собакам потом раздастся, чтобы они на улице могли уже почмоктать, погрызть. То есть 31.01.2021 выйдет срок. Ага, значит, срок годности соблюден. Соблюден полностью. Вылечился, причем конкретно так вылечился. А он чем болел? Энтерит. Иди.